для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Диалоги про культуру. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Диалоги о культуре». Веду эту программу я, Людмила Саенкова. И у нас сегодня гость. Директор Центра визуальных и пластических искусств Art Corporation Анжелика Крашевская. Добрый день, Анжелика. Добрый день. Я рада вас видеть в этой студии. Когда-то мы встречались с вами, и можно говорить с вами о разных ваших культурных проектах, которые делает Центр визуальных и пластических искусств Art Corporation. Но сегодня я хотела бы поговорить с вами о событии, которое недавно закончилось. Это Международный театральный форум «Теарт». Конечно, вы как организатор, инициатор этого форума скажете много лестных слов об этом событии. Но я хотела, чтобы вы вот сейчас, насколько это возможно, обозначили как бы место этого театрального форума в нашей национальной культуре, насколько он значим для культуры в целом, не просто как театральное мероприятие, а что он несет вот Беларуси и культуре Беларуси. Я как раз сегодня утром шла на работу и размышляла по поводу того, что есть культура, поддерживаемая государством, и культура ли в целом это как бы культурный продукт, и то, что остается как бы в памяти и является потом достоянием, и что есть вот эти праздники, мероприятия и так далее. И словила себя на мысли, что оказывается очень много развлечений поддерживается как бы культурой, и является как бы культурой, но не является достоянием, которое остается на века и является достоянием массовой культуры. Массовой культуры, но мне кажется, что это все-таки не достояние, это развлечение, оно разовое, потому что эти праздники, хороводы, я не знаю, это не является, мне кажется. Ну это часть массовой культуры, но развлекательный клиент, мне кажется, это такое естественное дело для нынешнего времени. Но вопрос, а что останется, понимаете? А каковы смыслы? Поэтому мы как раз-таки пытаемся, совмещая несколько программ и разделяя их на блоки, выполнять одну важную миссию и функцию, которую мы когда-то себе прописали. Все, что мы делаем, это связано с местом, где мы живем и где мы это место осваиваем. Это связано с Белоруссией. Поэтому и международная программа, и образовательная программа, и белорусская программа – это связано с тем, что мы пытаемся каким-то образом интегрировать в международный контекст, научить, образовать белорусскую как бы профессиональную элиту, скажем так, которая будет этой элитой, и познакомить зрителей, чтобы у них тоже вкусово появилось понятие, что есть культурный продукт, а не есть массовый там попкорн. Все-таки это различие, которое, к сожалению, с каждым годом все сложнее и сложнее это менять, потому как люди привыкают к массовой культуре, и для них уже не существует другого. И один раз в год мероприятие, как бы фестиваль, где есть международная программа, вот я сейчас про нее немножко скажу, это не так много. Не так много событий, которые происходят в Минске, не только в Минске. Анжелика, а я вот думаю, мне кажется, вот по части кинособытий, кроме листопада, Минск и вообще Республика Беларусь обделена, потому что не так много таких вот фестивальных событий. А что касается театрального искусства, то почему? Театральные фестивали есть. И «Март-контакт», и «Белая вежа», и, по-моему, раз в несколько лет проходит фестиваль кукольных театров Гродно, во всяком случае, Жукжда как-то инициировал такие мероприятия. То есть как бы Беларусь не обделена театральными формами. Так вот, какое место занимает театр среди этих? 4 фестиваля на одну страну. Из них один раз в 2 года. Вот Лилявский начал историю с кукольным фестивалем, а Жукжда потом поддержал ее. Это не так много. На самом деле это совсем мало для такой большой страны. Кинофестивали тоже вот сейчас есть как бы форматы ретроспектив. И, собственно, сейчас выходят новинки, те, которые появляются там, после Каннского, Берлинского фестиваля. У нас в театре с этим сложнее. Невозможно перевести то, что появляется после театра Трефон, Вена Вестфохена или Авиньонского фестиваля. Невозможно, потому что это затратно. И, конечно, я не пытаюсь там как бы тянуть все на себя. Я говорю о том, что вы посмотрите те регионы, где есть фестивали. Брест, Брестская вежа. Могилев, Белая вежа. Да, Белая вежа. Могилев, Март-контакт, Гродно.
там-то и происходит какая-то, знаете, жизнь, там аудитория другая, там зритель другой, там профессионалы пытаются что-то другое сделать. Это очень важно, но это тоже, они поступательными движениями пытаются это как бы сформировать сообщество той культуры, которая должно быть, приходить и в театр. Не должен быть запрос на то, что вот в каждом театре должен быть спектакль «Леди на ночь», «Леди на после обеда» и так далее, ведь это сплошь и рядом. И коннотация такова, что это запрос зрителя. И мне хочется сказать, неужели у нас такой зритель пошлый, вульгарный, что у него только такой запрос формируется? И тогда хорошо, и тогда следующий вопрос. Вот организован театр, да? Вы подбираете программу. Вот какова концепция, с вашей точки зрения, театра? Вот по какому принципу вы идете, когда вы подбираете программу театральную? Значит, я сначала скажу, поскольку самое сложное – это международная программа. Это договориться, где-то переговоры иногда 2-3 года идут, а может быть и дольше, потому что есть спектакль, который я хочу показать, потому что мне кажется, что это важно. Это многожанровость, которая мне тоже важна, потому что не зацикливаться только на там драматическом театре. Да. Плюс мне важен режиссер, за которым я тоже могу охотиться, и вот показать, что вот этот режиссер может быть интересен. То есть театр, в котором происходят события, и я вычленяю какие-то спектакли, которые это вы интересны. выбираете? Выбираю я. Вы выбираете? Да. Или все-таки есть какие-то, не знаю, критерии, помощники, коллеги, Нет, советчики? Я всегда говорю, что это мой субъективный выбор, и я могу ошибаться. И мне важен диалог и с профессионалами, и со зрителями. Потому что вот в этом году был Люпа с площадью героев. Да. И мнения разделились и у профессионалов, и у зрителей. Зрителям было сложно 4,5 часа с 2 антрактами высидеть, что меня очень сильно расстроило. Мы не готовы смотреть сложный психологический драматический спектакль. Сейчас в кино тоже 3,5 часа формат, как бы, да, все удлиняется, увеличивается. Это меня как бы отвыкать начинаем. И поэтому я сначала пытаюсь сформировать международную программу из возможностей. Мне интересен немецкий театр, мне интересен русский театр, мне интересно смотреть, что происходит в Литве, потому что это ближе всего, и там есть и актерская школа, и режиссерская школа. Мне интересно, когда возникает коллаборация между разными режиссеров, как Люпа, режиссер поляк, актеры литовские. Вот в этом тандеме с австрийской темой о нацизме зарождается нечто другое, что мне кажется важно. И насколько это важно, может распрограммировать наш зритель. И не всегда это удается. Даже профессионалы не готовы воспринимать сложный текст и сложную манеру исполнительскую и как режиссерскую. Поэтому абсолютно как бы разные факторы влияют на то, чтобы я собрала эту программу. Но везде как бы мне хочется показать, что вот почему это важно увидеть. Вот, потому что это эстетически, это действительно возможность прикоснуться к этому моменту, к этому режиссеру, потому что спектакли живут недолго. Есть некоторые исключения, которые вот появляются, и тебе важно тоже запечатлеть и показать, что вот дальше уходит автор и уходит его спектакль, и это уже будет не тот спектакль. Анжелика, а вам не кажется, вот иногда такие вещи бывают? Вот спектакль как бы привлекает своей формой, и нам кажется, какой оригинальный театральный язык, как все здорово, как все так. А когда заканчивается, задаешь вопрос, а ради чего, а смысл, а какое содержание? И ты иногда затрудняешься ответить на этот вопрос. Вот такие вещи у вас бывали в вашей программе? У меня бывали, знаете, какие вещи? Когда бывает, что мое первое впечатление отличается от второго. И бывает, к сожалению, даже разочарование. Потому что по многим причинам. Ведь запечатлеть то, что ты видел когда-то, и потом ты долго переписываешься, и сохранить это, иногда бывают и разрушающие моменты. Это тоже очень сложно. Вот. То есть вы разочаровываетесь, когда вы смотрите уже спектакль в Минске здесь? Да, когда я его привожу, потому что когда я смотрю и обсуждаю потом эту возможность, то есть естественно, что эти впечатления как бы остаются в моей памяти, потом вдруг я вижу что-то другое. Например? Я сейчас очень много было, да, очень много. Было очень много наоборот моих переживаний, переживания связаны с тем, что как зритель отреагирует, и страх, потому что, неготовность зрителя к восприятию. Вот тоже был опыт 5-часового спектакля «Аполлоний» Варликовского. И тоже это раздвоение публики, которая как бы и шок для тех, кто такое видит впервые.
и неспособность выдержать такой формат долгий. Анжелика, а я вот помню спектакль «Три сестры», да, Тимофея Кулябина. Шел спектакль без слов. Это вот тоже такой как бы вызов был, да, необычный формат. Но я помню, что публика, там была публика разная, и профессиональная, и массовая, но она была едино восприятие этого спектакля. Вот он всем как-то пришелся по душе, и все поняли, что за символ в этом молчании. Вот он был раскрыт и считан, мне кажется, по максимуму. То есть вот есть такие спектакли, которые необычные по форме, неожиданные, вызывающие в какой-то степени, провокативные, но они очень хорошо принимаются. А есть наоборот, вот такие вот эпатажные, но они пустые. И такое тоже может быть. Абсолютно. И я хочу сказать, что про «Три сестры» я его смотрела уже 3 раза, значит, 3 или 4 раза. И ведь технически выбираешь площадку, согласовываешь, чтобы сохранить вот этот, знаете, аутентику того, что ты видел. И у нас вот на площадке, когда мы встраиваем зрителя на сцене, он был идеальный. Да. Потому что он игрался на академическую сцену. Нету того духа и той атмосферы, когда ты сидишь вот рядом, и кажется, ты объединен в этой комнате вместе с ними, с этими там сестрами. же как бы наоборот. Зрители сидят на сцене. И они тоже как бы рядышком с тобой. Никогда отделяется все-таки вот, знаете, высокая сцена, и ты сидишь где-то ты там наблюдаешь за этим, а ты вроде как тоже... минимальная. И вот это тоже важный момент, когда ты остаешься доволен тем, что это даже иногда лучше, потому что вот ты попадаешь в эту и технически как бы попадаешь, и атмосферно попадаешь. Это тоже как бы работает на то, что восприятие иным, правильным становится. А иногда бывает вот очень много разрушающих моментов, когда и технически тоже мешают какие-то факторы. Но я хочу сказать вот нашим слушателям, кто у нас слушает, вот Анжелика Крашевская тот директор, который на каждом спектакле присутствует, и когда спектакль заканчивается, она с волнением рассматривает публику и всегда подходит с вопросами к критикам. Ну как вам, и иногда не только критикам. Но, словом, вот вас интересует реакция зрителя, вы очень волнуетесь за эту реакцию. Мне любопытно, потому что мне любопытно как бы мнение профессионалов, и это касается и белорусской программы, и международной, то есть все, что мы делаем. И не столько, что говорю, я не нуждаюсь там в хвале, мне просто важен диалог, потому что мы все разные, даже среди профессионалов бывают споры. И разночтение, и разногласия, это тоже нормально, и я за диалог. И у зрителей тем более. И мне любопытно, потому что хочется понять, а кто наш зритель. Я пытаюсь все время вот вывести эту формулу, потому что вот есть те зрители, которые ходят вот я вижу их на кинопоказах, когда мы делаем что-то. Такая аудитория. Да. И кто ходит на театральный, иногда она пересекается. Я их вижу и там, то есть мне радостно. А иногда нет. Иногда вот она абсолютно как бы... Те, кто ходит в театр, иногда не ходят в кино. А я пытаюсь как бы вот разобраться, и разговаривая с ними, обсуждая, мне зрители многие запоминаются. И какой-то все-таки фидбэк, потому что насколько зритель прорастает в этом фестивале, раз он ходит из года в год, и почему этому важно? Я хочу сказать, как я понимаю, все-таки вы своего зрителя приобрели. И пусть, мне кажется, аудитория не всегда постоянно, вот из года в год, не скажу, что постоянно, но это уже та аудитория, которая ждет, покупает билеты, ходит, участвует в обсуждениях. Как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но, как я понимаю, у вас аудитория молодежная такая и, как модно сейчас говорить, креативная, такая вот неравнодушная, но молодые люди в основном. Да, наверное, есть. Хотя я в этом году открыла для себя такую взрослую публику, даже с 2 женщинами, которые достаточно уже далеко взрослые, я с ними разговаривала. Но я их вижу только вот на фестивале. И заметила в этом году, они не пропустили ни один спектакль. Да, есть, да. Значит, при том, что я даже не предполагала, что они умеют пользоваться интернетом. Они говорят, 1 августа мы уже знаем, что вы открываете продажу билетов. Да. И мы следим, мы знаем, вот как это было с Иванов, «Три сестры» и так далее, спектакли, которые очень быстро расходятся. Там Иванов, там Миронов был. Там вот. И мы стараемся как бы успеть, зная, что вот в этот короткий промежуток времени можно что-то схватить. Абсолютно. И кажется, что вот людям, повидавшим много в жизни, есть потребность хождения в театр на спектакли. Они там, что-то им больше понравилось, что-то категорически, в диалоге. Они тоже понимают о том, что вот когда в театр вошла ненормативная лексика,
Притом они мне сказали такую вещь, говорят, ну мы же живем не в Лепрозории, там, или наоборот, знаете, как это, все равно ты это слышишь, ты как бы... Нет, ну когда Да. оправданно, и когда Да, это органично да, смотрится да. по самому действию, то почему нет, Вот, когда это поэтому- необходимость здесь в Поэтому этом? мне важен этот разговор, потому как бы иногда какие-то полезные вещи для себя. А вы во время театровских просмотров устраиваете такие диалоги со зрителями? Нет, мы не устраиваем разговор, вот не обсуждение. Как это, скажем, во время листопада происходит? Это сложнее, потому что это связано, скажем так, спектакль и сразу демонтаж. Завтра я должна уехать, поэтому просто Времени возможности нет нет. такого. Делать до – это бессмысленно. Делать, когда спектакль заканчивается в 11 часов вечера, это сложно. Вот. И, по многим причинам сложно. На следующий день, вот на многих в театральных фестивалях, когда несколько раз повторяются спектакли, много возможностей, делается обсуждение такое, знаете, вне время театральное, там в час или в 3 часа дня на какой-то свободной площадке собираются несколько коллективов, приходит пресса, критики, зрители, и начинается разговор. Но это может быть какая-то перспектива дальняя, когда мы сможем позволить себе и такое. Анжелик, вот я еще хочу спросить у вас вот о чем. Меня, честно говоря, это очень интересует. Вот с чего вообще начался этот театральный форум, театр? Вот я знаю, что, наверное, инициатива принадлежала вам, и идея сама возникла у вас. Ну, во-первых, как она возникла? Вот вы знаете, что есть театральные фестивали, но все-таки вы решили проводить театр. И дальше как вы начинаете действовать? Вы едете по миру, смотрите спектакли и сами отбираете их, договариваетесь с кем-то, вот подходите там за кулисы, идете к автору, знакомитесь, говорите, вот я хотела бы вас пригласить в Минск. Или как это происходит? У меня был опыт, я делала панораму 2007-2009 Да, я год. помню И поэтому даже. вот Да, такая я помню трансформация, этот когда формат. я уже вот с листопадом в 2010 году начала листопад, и в этот период не было панорамы, но было как раз-таки то, что мы делали между панорамами. Это театральная неделя с Белгазпромбанком, смотрим Шекспира, смотрим Чехова. Это был период, когда смотрим Чехова. Вот я привозила дядю Ваню Вахтанговского театра, был балет Эйфмана, Анна Каренина и «Чайка». И, собственно, было желание сделать, либо забрать панораму и сделать ребрендинг, как это вот получилось, не меняя название, с листопадом ребрендинг. Но не получилось с театром договориться в плане того, что не захотели оставить этот фестиваль у себя, но, видите, ничего не вышло. А мне нужно было просто тогда начинать с нуля. Это было сложно, потому что раскрутить в Минске новый бренд сложнее. Как бы знали одно, другое. Другой вопрос, что меня уже знали в театральном мире, потому что я ездила до этого на фестивали, по театрам и так Вы далее. и работали в театре? И работала в Купала. театре, да. Поэтому как бы у меня были контакты. Естественно, что всегда начинать сложнее. Получается, тут было много задач. Новое название, новый формат. В 2011 году были финансовые сложности, если вы помните, там тоже было непросто. Но как-то вот... Финансовые сложности каждый год. Каждый год, но тогда был кризис и инфляция и так далее. Поэтому, вот я очень хорошо помню, что вот как ты думаешь, вот ты начинаешь, и как бы не подскользнуться первый год. Поэтому, да, я езжу, смотрю на фестивале, я езжу либо просто на какие-то премьеры, если это мне интересно. И это вы делаете круглогодично, В течение года, да. Я даже это делаю в отпуске. Вот у меня была возможность, потому что я знаю, что я не использую отпуск, потому что у меня нет возможности уходить в отпуск, как ни странно, потому что еще ж хозяйство, как это тоже не странно, фестивали. Не бросишь. Да, и меня позвали в Сан-Паулу в этом году. Я взяла просто отпуск, потому что мне все оплатили. Я поехала туда, потому что я понимала, что я никогда туда не выйду. И там был фестиваль. Мне было тоже любопытно посмотреть, что же там, познакомиться, вообще какое-то представление о той части вот полушария. Вот. И поэтому, конечно, это все время как бы происходят какие-то знакомства, переговоры, поездки. Иногда ты пропускаешь какие-то фестивали в пользу чего-то другого. Вот. Что-то ты наперед смотришь, понимаешь, вот эта программа, что у тебя не получится в этом году. Иногда, к сожалению, когда ты планируешь на следующий год, и спектакль снимается с репертуара, ты понимаешь, что как несправедливо. То есть все это как бы проваливается, да? Проваливается. Вы хотите пригласить, а спектакля нет. А спектакля нет. Вот такая же история у меня со следующим годом, когда я хотела пригласить Милорау, его спектакль «5 легких пьес». Но меня он настолько, знаете, прибил гвоздями, я бы сказала. Вот бывает спектакль, да, где играют дети. И говорят
очень... история об маньяке-убийце. Он приговорен к пожизненному заключению в Бельгии. Вот, и эта история детьми проговаривающаяся. А дети как свидетели чего-то? А дети как свидетели от имени родителей, от имени детей. Ну, то есть вот это вот как бы проговаривается, причем они не играют, они живут этим всем. И тем детей невозможно заставить играть, они настолько естественные. И это просто тебя обезоруживает, и ты просто парализован. Это правда щемяще. Я узнаю, что, к сожалению, потому что детей нужно все время искать определенного возраста, и режиссеру очень тяжело каждый год заниматься вводами. И ты, правда, смотришь на фотографиях абсолютно разные дети. То есть, да, дети имеют свойство вырастать. Это не актеры, которые закреплены за ролью. И я понимаю, что когда в спектакле 12 детей, их подобрать заново и заново, вот, ну, это сложный процесс. Конечно, я еще все-таки питаю надежду, что это вдруг случится невозможное, но вот как бы... был выбор между «Одиссеей» в этом году и «Милорау». Но я не предполагала, что так вот... Да, но вот такие вещи случаются, когда тебя... Да. Бывают такие вещи, когда бывает, что ты расстраиваешься, потому что тебе кажется, что это ты должна показать. Это театр. Это, к сожалению, то, что вот на кино ты можешь, потому что оно немножко по-другому, технологично по-другому. Там другие трудности с «Листопадом», например, если мы говорим. То в театре тут 50 человек, труппа, 3 трека, 3 дня монтажа. Вот. И вот я бы хотела перейти к этой организационной составляющей, потому что одно дело творчество, искусство, и театр даже как зрелище, а другое дело театр как некая такая вещь, которая требует вложений, обеспечения, организации. Вот договариваетесь вы с коллективом, и этот коллектив, предположим, многолюдный, да? Труппа там несколько человек, там, может, даже десятка. И дальше как? Вы дальше проворачиваете уже сами в отелях? Там, да, но дело в том, что переписка... На самом деле, вот в течение года мы работаем 3 человека. Это я, Александра, которая помогает мне со всей международной программой. Александра, как фамилия? Данилевич Саша. Она подключается к переписке, собирает всю информацию. И технический директор, потому что это райдеры. И вот мы фактически троем, да, на троих. Театры обеспечиваете. Театры обеспечиваем. Потом уже подключаются люди, которые занимаются... Причем это площадки, это райдер, это оборудование, значит, это все, это визы. Это большая работа. Да, нас немного, но да, это большая работа. Потом уже подключается фактически перед самым уже фестивалем это те, кто занимается расселением и питанием, там, и встречи. Но основная масса вот ложится, сначала на меня нагрузка, потом Александра, параллельно технический директор. И вот втроем мы как бы в течение года... Это большая работа. Это большая работа. Плюс еще потом белорусские коллективы тоже падают, потому что Людмила, отсматривая программу, но с коллективами занимаемся тоже мы, с площадками тоже мы, вот, и так далее. Поэтому это сложно. На самом деле нас вообще коллектив Art Corporation 14 человек на все проекты, которые работают в течение года. А когда заходишь к вам в офис, то там такая суета, что кажется, столько там людей, и у всех есть какие-то рабочие дела. Значит, очень много тех, кто в период фестиваля подключается, да. А вот я сейчас говорю о постоянном количестве людей. Волонтеров достаточно много, на практику очень много приходят, просто приходят. И, конечно, да, есть ощущение, что нас много. Потому что на «Листопад» действительно много подключается людей, вот уже период подготовки такой фестиваля. А в театре намного меньше, но много волонтеров. Анжелик, и, конечно же, еще такая часть нашего разговора, как финансовая обеспеченность театра. И я думаю, что здесь дело не обходится без тех, кто покровительствует, или тех, кто, не знаю, как это назвать, меценатами их, наверное, можно назвать, которые могут вам помочь. Такие у вас люди есть, помощники, друзья. Я рада, что когда мы начали создавать центр и история с театром, и Виктор Бабарико лично поддержал, и Белгазпромбанк, правление Белгазпромбанка, потому что людей таких немного, они все на виду, кто поддержит какое-то культурное событие. И потом подключился Газпромтрансгаз Беларусь. Это ваши два крупных партнера. Я думаю, что на сегодняшний момент, может быть, Газпромтрансгазу было сложнее понять, куда они. Все-таки компания тоже большая, тяжеловесная. Но сейчас, потому что мы разговариваем, они видят результат.
И может нравиться то, что я привожу, может не нравиться, потому что это правда дело вкуса, но не понимает важность. И если не мы, то кто? Это вот самое главное, когда я говорю, слушайте, понятно, мы же не про вкус говорим. Одним нравится комедия, другим драмы, третьим, не знаю, хорроры, там, как в кино. Но мы говорим о других вещах. Но господин Бабарик, насколько я знаю, театрал. И театральное искусство уж точно не чуждо ему. Ну да. Тут как бы он... Тут с кино как бы трудно Да. поручиться или заручиться его поддержкой. А что касается театра Ну здесь? вот пока так, да, складывается. Я рада, что... Я надеюсь, что еще кто-то будет к нам помогать, потому что это важно, поскольку мне кажется, что это важное дело, польза которого видна для всех. Вот у нас была лаборатория режиссерская в этом году, причем был такой цикл, когда мы впервые, вот Саша Марченко курировал, а мы с ним это определили... не программа, это вот концентрат персоны режиссера. Да, концентрат. То есть школа театра у нас как бы в рамках театра уже не первый год. И каждый раз мы делаем дополнительные мероприятия, как бы разминаем какие-то вещи и важные разговоры. В этом году мы сконцентрировались на режиссере. Мастер-классы режиссерские Войта Казимирского, это форма в документальном театре. И второй — большая лаборатория Дэнни Макфейра, по-моему. Он директор и интендант Женевского театра. И когда мы выбирали, вот у нас очень хорошо сложилась в этом году эта история, и неожиданно мы остановились на одной пьесе, на Ричарде III. Я говорю, у нас никто не работает с классикой. И переживали только за то, что подавать заявку будет некому, где найти режиссеров. И так вот предполагалось, вот уже мы чувствуем финал, а заявок нет. И мы думали, что мы просто Дэнни будем предлагать вот режиссеров, чтобы он работал с кем-то, кто есть. И в последний момент 13 заявок, из них 8 девочек. И я просто была в хорошем шоке, потому что, никто про этих девочек не знает режиссер, есть режиссеры, 13 человек. Это достаточно. И поразительный факт был как бы итоговый показ. Вот 6, авторов, режиссеров с их идеями были отобраны, и 4 достаточно яркие работы, которые можно сказать, что вот они действительно могут войти в любой репертуар, их дальше только нужно разминать и доводить до финала. И мы делали запись, вот Академия искусств, ребята пришли на практику, сделали запись, вот тоже, думаю, будет запись, потому что нащупали, знаете, как болевые наши точки, вот то, чего не хватает. А вот эти вот девочки, они не студентки, ничего? Есть, 2 студентки, да, вот уже заканчивают режиссерское отделение, одна оперный режиссер Саша Янушкевич, который «Стражи Тадж-Махала» поставил, то не постеснялся. Кстати, очень хороший спектакль. Вот, да. Не постеснялся наравне с молодежью поучаствовать в отборе. Это тоже как бы ему плюс, потому что это важно, что ты можешь, вот, ты открыт ко всему. И это вот как бы момент, когда мы понимаем, что есть образовательный блок, есть белорусская программа, где приезжают гости, и они пытаются потом написать, мы обсуждаем. И как-то тоже в этом году вырисовалось все просто. И главное, что сказали эксперты, которые приехали, у вас появилось свое лицо театральное. Это так важно. Это важно, да. Когда ты понимаешь, что вот эти очертания, они уже вырисовываются этого своего белорусского театра. Вот есть драматурги, которые известны во всем мире, а есть уже появляется театр, у театра появляется лицо. И какие-то спектакли, я уже слышу резонанс, туда отобрали, туда приглашать будут и так далее. Мы как бы такую сверхзадачу не ставили, но нам приятно, когда этот результат, он оценивается экспертами, не белорусскими. Тут же важно еще слово извне. Да, потому что, понятно, нам конкурировать с великими державами театральными очень сложно. Но главное идти поступательно вперед, иначе как бы мы не разовьемся ни во что и будем как провинциальный русский театр. Вот у меня это. То есть, Анжелика, вот для вас образовательные проекты — это очень важная составляющая театра. И это вот мастер-классы, это диалоги, это какая-то вот помощь, ну и так далее, продвижение. А мне кажется, знаете, тут как 3 кита. Вот они все 3 блока важны, и каждый выполняет свою функцию. Вот, а вот эта программа «Беларусь Open», она что же появилась не сразу у вас, не с первого года театра, а постепенно как-то изнутри вот вызрела эта необходимость сконцентрироваться на белорусской программе, и я знаю, что Art Corporation как бы инициирует постановки. Да, вы знаете, вот начну с постановок. У нас 7 спектаклей в репертуаре, я бы сказала. То есть вы свой театральный коллектив, да? Да. Вот, а это вот те же 14 человек. Иногда это просто у нас там безумие, потому как приходится одновременно переключаться на разные вещи. Вот.
Да, не сразу. Мы действительно нащупывали, вот, куда фестиваль должен развиваться, с чем развиваться. И вот в 5 лет в программе «Беларусь Open» в этом году, и оно сейчас уже сформировалось. И мне тоже вот все больше и больше спектаклей. Я помню, первый спектакль был не самый удачный. По-моему, это или «Ладья Роспачи», или вот что-то такое. Да, «Амазония», «Ладья Роспачи» что-то вот как-то не очень удачно пошло. Это были еще даже не Беларусь, но были попытки ставить самим и попытки давать шанс белорусским режиссерам. Мы как бы со своей стороны были честны перед режиссером. То есть вы воспитывали еще и режиссеров подтягивали. Но не каждый смог в этих условиях. Да, Анжелика, я помню, как режиссеры белорусские очень скептически относились вообще и к театровским показам, и к возможности приобщиться в качестве, авторов, режиссеров. И постепенно все-таки вы переломили это вот недоверие и вышли на какую-то такую прямую, когда уже вы прирастаете и именами, и спектаклями, и это все так интересно становится. Ну вот, знаете, это такая вот белорусская реальность творческая. У нас недоверчиво смотрят. Да, может, медленно раскачиваются. Мы радуемся, когда не удается. И уходим потом в партизаны, еще бывает такой момент. Вот это вот... Вы точно охарактеризовали. Ментальные какие-то точки, наметили, обозначили, да. А сколько в этом году спектаклей было в «Беларусь Open»? 8 плюс 3 спектакля. У нас был тоже такой подпрограмма, это фокус на социальный театр. Вот, 3 спектакля как бы в этом блоке. Они были разные. Вот, это «Родные люди», это как бы о насилии в семье. Это «Крылья холопа» сделали гайд по Бресту, по местам Брестского гетто. Значит, есть программа, ты ее закачиваешь, она есть вот в ее можно сейчас даже скачать. Просто в Минске ты посмотришь как бы экскурсию в телефоне, а в Брест ты приезжаешь, тебя как бы этот гид водит по городу. И они сделали инсталляцию, они показали эту инсталляцию, вот как они работали. А гид вот как бы водит по городу и обозначает места этих трагических. Да. Причем как бы я брестчанка, и «Крылья холопа» из Бреста, они тоже говорят, что кроме Брестской крепости, но все знают как бы, и больше ничего. «Крылья холопа» — это такое название известное. Когда-то фильм был, кстати, один из известных белорусских фильмов «Крылья холопа». Это тоже такая независимая театральная группа, и группа, которая занимается и современным искусством. Вот они решили покопаться в собственной истории Бреста. Я сама не знала, что, оказывается, очень большой, где-то 42% еврейского населения жило до войны. И вот эти рассказы, это достаточно много. Вот. И они сделали, как бы, они пытаются исследовать, мы думали, что этот проект закончится, а он продолжает, потому что приходят запросы. Вот. И, по-моему, мы даже говорили, какое количество людей выжило, вот кто там архивные материалы используются. И 3-й проект, это вот Ханч-театр, это Владимир Щербань сделал тоже вот «Левых диссидентов», достаточно резкая такая пьеса. Но вот эта попытка тоже вот развить «Беларусь Open». То есть, Анжелика, это вот те спектакли, которые вот не являются репертуарными спектаклями в театре. То есть мы не пойдем ни в какой театр, мы их не увидим. Это надо смотреть именно вот вашу программу. Или на ОК-16. Вот какие-то спектакли на ОК-16 идут, а какие-то спектакли... Это Октябрьская 16, да. Центр. И есть в корпусе, вот «Гетамы» спектакль Стаса Жиркова, они играют в корпусе его, это вот Радзива Прудок, это Горварда, это другая, как бы... Там но он идет на сцене, на камерной, на малой сцене. Нет, «Гетамы» идет как раз-таки в корпусе. Стас Жирков сделал другую часть, и вот как раз-таки экспорты ее оценили. Они были очень понравились, потому что как раз-таки там вот это белорусское... То есть как бы продолжение, да? Они взяли другой отрывок из этой книжки. Вот. И как раз-таки там больше вот эта белорусскость видна. И очень достаточно, вот даже мы переживали, как вообще иностранцы отреагируют, а иностранцы были в восторге. На белорусский язык? Да. И как его переводить? Нет, был перевод, но мы же делаем перевод тоже. Но мы перевели, значит, хорошо, раз они почувствовали этот колорит. То, чем все время пытаются понять, чем отличается. Иностранцы это кто? Русские, литовцы, Нет, поляки? немцы, у нас датчане были, эстонцы, которые не говорят на русском. Значит, большая делегация немцев была. И даже россияне, которые были, вот, и те даже были как бы поражены. Вот. Поэтому как раз-таки нет, у нас около 30 человек было из разных стран мира в этом году, да. А у вас же все-таки театр проходит без жюри.
Без. Но тем не менее приезжают, я знаю, Гости- зарубежные гости, и в том числе критики. Это как бы вот и свойство этой программы шоу-кейса белорусского, когда мы зовем все-таки гостей, чтобы они посмотрели. И высказались. Принцип, да, высказались и порекомендовали, потому что иначе про белорусский театр, кроме как свободный театр, никто нигде не знает. Но это же на этом не заканчивается, как бы есть и другие театры, и которым нужно помогать и их продвигать в том числе, потому что вот этот год показал, что большая часть это как бы независимых, но не государственных театров. Да. И опять кукольные режиссеры, понимаете? Вот есть независимые, есть кукольные режиссеры. Ну, кукольные театры, насколько я понимаю, вообще в лидерах ходят. Вообще кукольный театр как вид театрального искусства. Но ведь там тоже у нас был круглый стол в рамках разговора с режиссерами, в рамках школы театра. Саша Янушкевич покинул пост главного режиссера Брестского театра кукол. Игорь Казаков покинул пост главного режиссера Могилевского театра. А Дмитрий Богославский ушел с молодежного театра. Вот условия, в которых живет сегодняшний театр. Не нуждается. А причины? Вы знаете, ну там разные есть причины, это, конечно, долгий разговор, но мне кажется, сама модель театра у нас, она неверная. Театр – это творческая институция. Государственного театра. Государственного театра, потому что все-таки они финансируются. Во главе театра должен быть все-таки творческий креативный человек, а не директор-хозяйственник, как, к сожалению. И когда... То есть директор, который диктует свои какие-то условия. Конечно, да? потому что... А худрук же есть. Худрук подотчетен директору. И поэтому вопрос компромиссов, раз. Это, знаете, как... Есть, в зарубежном театре есть интендант, он несет за всю ответственность, ну, потому что это творческая институция, он может нести ответственность, потому что он отвечает за творческую составляющую. Вот. И они как-то... И у него есть директор-распорядитель, который как бы помогает в рамках законодательства. Художник не должен приступить к какие-то границы. У нас, к сожалению, есть план по зрителям, по деньгам, по экспорту, по внешним услугам и так далее. А вот все остальное это уже, знаете, добавочное. Отсюда возникает проблема, но, может быть, проанализировать, что у нас происходит в культуре. Нет спектаклей хороших там, нет кино, но может что-то как бы... А тем не менее, белорусская кинопрограмма набирается, но она да, фактически независимые авторы. Да, то же самое и в театре. То же самое. Которые по миру, кстати, да, разбросаны. попрошайничают. И поэтому, может быть, надо призадуматься. Понимаете, как бы это диалог, который надо выстраивать. Без этого никуда... И надо признаться, тут же вопрос, мы не вбиваем кол и не говорим, что это вот враг или не враг. Это вопрос налаживания связи, взаимодействия государства. Национальной культуры. Да, потому что все болеют за это, и просто нет этой площадки для разговора. И вот насколько показывает и театр, и листопад, все-таки потребность в своем национальном, она существует в обществе. Да. Есть запрос на это национальное. И самое важное, вот даже эксперты это тоже отметили, не важно, что вы говорите на русском языке, вы думаете иначе. Да. Все. Это важная вещь, потому что даже и швейцарцы говорят, так мы тут вообще на 4 языках и друг друга понимаем. Поэтому как бы вот все равно, да, мы сформировавшиеся как бы в своем оазисе, на своей территории, мы отдельная национальная среда, поэтому у нас есть свои особенности, безусловно. Даже русский язык у нас другой, немного отличается от того русского, который там, предположим, в Москве или в Питере. А вы вот как директор Art Corporation, вы всегда удовлетворены результатами театра? Сейчас идет разговор только о театре. Или все-таки у вас есть моменты, когда вы разочарованы? Вы говорили об отдельных спектаклях, но я сейчас спрашиваю вас вот о театре как о событии. Вот как вы думаете, он идет по восходящей или все-таки есть некие провалы? Ну, он, естественно, что не может каждый год быть там ровный, но с большего, мне кажется, он идет по возрастающей. Даже минимальное количество спектаклей все равно есть некий результат необходимости. Вот, и ты понимаешь, что есть запрос на большее количество. Но у вас уменьшилась международная программа в этом году? Да, к сожалению, да. Хочется, и мне хочется, правда, и когда я говорю о многожанровости, то мне хочется как бы много красок разных показать в Минске. Да и не только в Минске, вот была тема размышления, что двигаться в регионы, потому что тоже важно. И те же, вот знаете, как, удивительная вещь, на Беларусь Open, казалось бы, белорусские спектакли, которые идут в том числе и в Минске, но собирается публика. Это тоже как маркер того, куда сходить.
и на Могилевский театр, и на О, Гомельский. Могилевский театр — это вообще любимчик Вот. публики. Понимаете, казалось бы, какая-то периферия. Нет. Нет. Поэтому как бы и зритель тоже начинает как маркер Беларусь А Гродненский Open. кукольный — это тоже супер, Да, мне кажется. да. Вот важная как бы составляющая, что нет отношения неравности к театру из Могилева, Минска или еще Нет, куда-то нет. там московский. Город не определяет уровень театра. Поэтому я рада, что вот эта миссия, когда мы говорим о том, что мы собираем здесь лучше. Если в национальном контексте мы говорим лучше, здесь не по дружбе. И даже я Людмиле говорю: Люда, если Людмила мы, Громыко, театральный критик, критик, которая делает программу, курирует Беларусь Open, если наши спектакли, которые мы делаем, недостойны, не надо, мне потом стыдно будет экспертам в глаза смотреть, что я тут как бы проталкиваю. Нет, пускай тоже растут. Вот. Ну, так случается, что вот 2 спектакля в этом году тоже были наши. Да, но и Могилевский театр, вот вы вспомнили его, всегда как бы ожидают, и всегда аншлаги на этот театр, и на спектакль этого театра. Но я помню как-то годы, когда вот показывали, предположим, спектакль во Дворце офицеров, очередь выходила от Дворца офицеров к проспекту. Вот такая была очередь длиннющая. Вот это, мне кажется, конечно, показатель признания и любви, наверное, к театру. Да. Скажите, пожалуйста, Анжелика, еще у вас есть такая программа, она, конечно, не театровская, но как бы она все равно театральная программа. Это театр HD. Да. Да? И вы тоже как бы сформировали, создали этот проект для того, чтобы выйти на диалог со зрителем. Да. И вы показываете, это тот, как бы тот формат, когда театр идет на экране, спектакль идет на экране, а потом, значит, зрители подключаются и обсуждают этот спектакль, да? Ну, обсуждение только раз в месяц, но, собственно, спектакли идут, и сложнее, может быть, в регионах, потому что это желание регионов подключиться к этому формату, но это долго мы эту историю отстаивали, и я рада, что она вот к 2019 году все-таки с успехом, это возможность зрителей и в таком формате посмотреть. Кто-то идет в том числе еще язык оригинальный послушать, кто-то не искушен как бы высоким искусством, потому что это репертуар, это, скажем так, репертуарная линейка, здесь разного качества спектакля, но все равно это возможность увидеть то, что происходит где-то. Вот. И это тоже важный момент, потому что есть опера, балет, драма, есть выставки вот еще художественные. И это все проект Art Corporation. Это все, да, HD, это ваш HD, проект. Да, это наш проект, который мы совместно пытаемся там с кинотеатром Сильверской, да, на Мол, Falcon Club Бутикино, центральный, да. И в регионах у нас есть Гродно, Витебск там пытается. И, кстати, пользуются спросом. И я знаю, что есть публика, которая идет только на оперу в этом формате, да, или там только на балеты. Falcon Club Бутикино, там точно своя аудитория есть именно на эти виды театрального искусства. И это тоже как бы тоже. Я, кстати, тоже публику видела, которая была на театре, и на театре HD, тоже интересно. Да. Скажите, пожалуйста, а вы как директор вот можете спрогнозировать будущее театра? Что бы вы чем вы хотели бы еще прирасти? Я так хочу стабильности. Какой? Финансовый? Финансовый, знаете, когда ты не думаешь о том, что завтра делать, ну, в смысле делать... Когда знаешь, что ничего не провалится, и все пойдет. Да, возможности, когда ты думаешь, потому что каждый день просыпаться в мыслях, что тебе сегодня печень, почки или сердце продать, да? Ну, я так уже... Потому что это сложно, потому как мы же фактически не государственная, но не коммерческая организация, где я еще и учредитель. Это правда, когда ты думаешь о том, что завтрашний день тебе принесет какие сюрпризы, форс-мажоры. А стабильность, конечно, это возможность прорабатывать какие-то моменты, не думая вот о дне насущном, то есть как бы концентрируясь внимание на вот каких-то направлениях. Творческой составляющей. Да, потому что как бы и так хватает достаточно много вопросов, которые нужно решать. Ну что ж, я желаю, чтобы у вас наступил тот счастливый день, год или годы, где вы не думали о хлебе насущном, а о том, как добывать деньги и насколько это все трудно, и кто подаст эту руку помощи, чтобы все у вас было и получалось, потому что действительно театр, и вообще то, что вы делаете, мне кажется, это очень важно для, как вам сказать, не только для культуры Беларуси, но и для развития как бы самосознания национального, для развития, я не знаю, такой внутренней культуры каждого из нас, потому что это, мне кажется, очень важное дело, то, что вы организуете, очень
очень важно со всех сторон. Так что дай Бог, чтобы это получилось и развивалось, и только не зачахло бы. И вам тоже силы здоровья. Спасибо. Я благодарю вас за эту беседу. Мне всегда очень приятно с вами разговаривать. И о театре, и листопад вот здесь вот стучится в дверь скоро. 1 ноября откроется листопад. Так что будем ждать следующих диалогов об этих культурных событиях. Спасибо большое. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Диалоги о культуре закончились. Ведущая была Саенкова Людмила, а в гостях была директор Центра визуальных искусств Анжелика Крашевская.